Дорогие первоклассники, прозвенел звонок. Пора начинать урок русского языка. Урок проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами работает переводчик русского жестового языка Кира Валерьевна. Сядьте правильно, откройте тетради. Начинаем писать. Запишем сегодняшнюю дату. 27 апреля. Займемся чистописанием. Сегодня для чистописания я предлагаю вам выбрать букву «Я», заглавную и строчную. Посмотрите, из каких элементов состоит буква «Я». Пропишите целую строку, букву заглавную и строчную. Словарное слово сегодня будет слово «язык». Послушайте, как мы произносим это слово «язык». Посмотрите, как мы запишем это слово «я-зык». Запишите к себе в тетрадь это словарное слово 3 раза. Старайтесь запомнить. Ребята, посмотрите на экран. Я хочу напомнить вам, что слово «язык» является многозначным. И предлагаю вам ознакомиться с некоторыми из его лексических значений. Язык – орган в ротовой полости у человека и животных. Язык – система словесного выражения мыслей, средство общения людей. Например, язык русский, английский, испанский, башкирский. Язык – подвесной стержень в колоколе. Язык – предмет, имеющий удлиненную форму. Язык пламени, ледника. А знаете ли вы, что с буквы «А» начинаются заимствованные слова? Это слова, которые пришли в русский язык из других языков. Русских слов на букву «А» достаточно мало. Я предлагаю вам сегодня слово русского происхождения
слово «авоська». Посмотрите на экран. Сетчатая сумка для переноса предметов. Запишите это слово с новой строки. Авоська. С буквы «э» начинаются иноязычные слова, которые тоже пришли в русский язык из других языков. А вот коротенькие словечки, которые вы наверняка употребляете в своей речи, «эй», «эх», являются русскими по происхождению. С буквы «ф» тоже начинаются заимствованные слова. Русскими словами по происхождению будут слова «филин», «фыркнуть». Запишите эти слова к себе в тетрадь. Мы с вами продолжаем открывать секреты и чуть-чуть выходим за рамки учебника. Это очень любопытно делать открытие. Ребята, слова на букву «щ» общеславянского происхождения. Щавель, щука, щадить. Запишите, пожалуйста, эти слова к себе в тетрадь. Будьте внимательны при написании. Какие буквосочетания встретились вам в словах «щавель», «щука», «щадить»? Знакомое вам буквосочетание «ща», «щу». Давайте вспомним, почему в буквосочетаниях «жи-ши», «ча-ща», «чу-щу» написание гласных надо запомнить. Я хочу вам напомнить о явлении в русском языке, которое связано с появлением орфограммы. Давным-давно в русском языке все шипящие согласные звуки «ж», «ш», «ч» были только мягкими. И, конечно, в сочетаниях «жи» и «ши» употреблялась буква «и». Прошло много лет, звуки «ж» и «ш» отвердели и стали произноситься в словах как твердые согласные. Но в буквосочетании «жи» и «ши» сохранили до наших дней букву «и». Давайте запомним их написание. «Жи», «ши» пиши с буквой «и». «Ча», «ща» пиши с буквой «а». «Чу», «щу»
пиши с буквой У. Для того, чтобы выучить правила весело и запомнить правописание этих буквосочетаний прочно, предлагаю вам стихотворение. Русские слова «жи-ши» через «и» всегда пиши. И, конечно, «ча» и «ща» мы напишем с буквой «а». Ну а «чу» и «щу» я серьезно не шучу. С буквой «у» всегда дружны. Это знать мы все должны. Пришло время потренироваться. Я предлагаю вам записать к себе в тетрадь слова, в которых встретятся буквосочетания «жи» или «ши», «ча» или «ща», «чу» или «щу». Будьте внимательны. Итак, первое слово – «жизнь». Буквосочетание «жи». Вспоминаю правило «жи» пиши с буквой «и». Запишем слово к себе в тетрадь. Кувшин. Вспомним правила. Запишем буквосочетание верно. Запишите слово к себе в тетрадь. Щука. Вспомним правила. Запишем слово к себе в тетрадь. Щу, гласная У, К. Слово перчатки. Какая орфограмма? Как мы правильно запишем? Совершенно верно. Записываем слово в тетрадь. Перчатки. Подумайте, как написать слово «чудо». Вспомним правила. Записываем. Чу, гласная У, До. Чувство. Послушайте, как звучит слово. Чувство. Посмотрите, как оно пишется. Чувство. Итак, какую же букву мы с вами выберем для написания этого слова? Здесь пропущена буква У. Чувство. Моржи. Заметили орфограмму. Записываем слово мор-жи.
Машина. Какую гласную вы напишете во втором слоге? Конечно, гласную «и». Записывайте слово «машина». Односложное слово «чум». Проверим. Чу. Гласная у. М. Тащу. Вы уже догадались, как правильно написать слово. Та-щу. Гласная у. Чайка. Запишите слово. Проверим. В первом слоге запишем гласную «а». Чашка. Нам встретилось такое же буквосочетание. Чашка. Чары. Проверьте. Чары. В первом слоге будем писать гласную «а». Учусь. Важное и полезное слово для ученика. Учусь. Проверьте, пожалуйста, себя. Во втором слоге запишем гласную «у». Учусь. А сейчас я предлагаю вам аккуратно при помощи линейки простого карандаша подчеркнуть буквосочетание «жи», «ши», «ча», «ща», «чу», «щу» в каждом из этих слов. Отложите, пожалуйста, линейки и карандаши. Приглашаю вас на орфографическое чтение. Мы сейчас будем читать слова так, как они записаны. Обращайте внимание на буквосочетания, которые мы сегодня
разбирали на уроке. Постарайтесь голосом выделить их. Жи-жи, жи-жи, в озере живут ужи. Ши-ши, ши-ши, шишку взяли малыши. Ча-ча-ча-ча, я купил 2 калача. Чу-чу-чу-чу, всем раздам по калачу. Ща-ща-ща-ща, щука выгнала леща. Щу-щу-щу-щу, щуку из реки тащу. Получилось? Разглядели слова с буквосочетаниями, о которых сегодня шла речь на уроке? А сейчас, дорогие друзья, предлагаю вам выполнить запись под диктовку. Мы с вами будем делать это впервые. Будьте внимательны, старайтесь писать без ошибок и исправлений. Итак, мы с вами запишем 2 предложения. Щука живет в реке. У воды шипят ужи. Дорогие ребята, будьте внимательны. Мы начинаем запись под диктовку. Начинаю писать предложение с заглавной буквы. Щука. Щу, гласная У, К. Отступаем расстояние, записываем следующее слово. Живет. Жи, гласная И. Вё, гласная Ё. Т. Отступаю расстояние, пишу маленькое слово В. Отступаю расстояние, пишу слово реке. Ре, гласное Е. Ке, гласное Е. Щука живет в реке. В конце предложения ставлю точку. Запишем следующее предложение. У воды шипят ужи. Начинаю писать предложение с заглавной буквы. У. Отступаю расстояние. Воды. Записываю слово во, гласная О. Ды, гласная И. Отступаю расстояние, пишу слово шипят. Ши, гласная И. Пя, гласная Я. Т. Отступаю расстояние, пишу слово ужи. Гласная У. Жи, гласная И. У воды шипят ужи. Предложение закончилось. В конце предложения ставлю точку. Понравилось ли вам писать под диктовку? А теперь я предлагаю сравнить вашу запись с той, которая появится на экране. 2 предложения мы с вами записали под диктовку.
Давайте прочитаем орфографически, сверим с тем, как у вас получилось. Щука живет в реке. В слове «щука» орфограмма «щу» пиши с буквой «у». В слове «живет» орфограмма «жи» пиши с буквой «и». У воды шипят ужи. В слове «шипят» нам встретилась буквосочетание «ши», пишем с буквой «и». Ужи. Нам встретилось буквосочетание «жи», пишем с буквой «и». А сейчас я предлагаю вам следующее задание. Списать третье предложение, которое вы видите на экране, к себе в тетрадь и подчеркнуть известные вам орфограммы. В чаще тишина. Думаю, вы справились. Помните, с какой буквы мы с вами начали сегодняшний урок? Мы с вами начали урок с буквы «Я». Мне очень хочется завершить сегодняшний урок вашими ответами, которые тоже будут начинаться с буквы «Я», со слова «Я». Итак, я понял. Продолжите, пожалуйста, фразу. Я узнал. Продолжите, пожалуйста, фразу. Я научился. Я повторил. Я запомнил. Итак, дорогие прилежные ученики, спасибо вам за старание на уроке. Прозвенел звонок, пора идти на перемену. Перемена продлится 20 минут. Со звонком я жду вас на уроке математики. Не опаздывайте.